И мы поедем, мы помчимся на оленях утром ранним. Так что ты поешь? Темная ночка. Белорусский язык может быть певучим. Я пела Лепса в югу. Это фантомная ностальгия. Где Пугачева? Корж, ну. Цулек. Мы отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю. Михалку ж ты сам ведаешь, что трэба калі-нікалі просто спускаться на дно. И который мог вот претендовать на звание такой Пугачев. И поэтому у нас там Солодуха, сестры Подберезовиковы, какие-то менты, какие-то ну что-то бы что. Вот, то есть, кто все эти люди, да? Ну, просто некий бомон. В органах мне говорили, что я хач. Иногда это были спорные истории, связанные с гомосексуализмом и так далее. Где Пугачева? Я слушаю Макса Коржа. Як чалавек раскрывае рот, яго просто не цікава слухаць. У нас еще были верасы и сябры. Потому что я понятия не имею, кто это. Балаган, набор выпивающих людей, которые не взорвали Россию провинциальную. Где Пугачева? Два это для меня белорусы. Джиморсы, ляписы, низкие. Остаются в ресторанах петь кавера. Да. Они не пишут музыку. Да, во многом это было связано там, с алкоголем, с каким-то тупиком. Белорус был за белоруса. Подожди, ну рожай, пой. Молчи всю жизнь, не выделяйся. Корж — это суперзорка. С кислинкой, как ощущение от нашей белорусской попсы. У нас маленькая страна, она не маленькая. Это 10 миллионов. Вы же не говорите про Австрию, что она маленькая. Ой, белорусские звезды. Кто это? Был такой анекдот в советские времена. Даже не анекдот, а скорее шутка. Кто такой Леонид Ильич Брежнев? Правильный ответ – мелкий политический деятель в эпоху Аллы Пугачевой. Наступил момент в какой-то период, где-то, вот, ну, наверное, там лет уже 10-15 назад, когда вдруг показалось, что все это чушь, что этот анекдот никак не оправдается, и что все это не имеет никакого отношения к реальности. Но последние 3 года показали, что все так и есть. Алла Борисовна Пугачева – человек масштаба и калибра, за которым вряд ли угонится вся остальная Россия. Почему у нас в Беларуси нет своей Пугачевой? Сегодня мы готовим ревень. Пирог из ревеня. Дело в том, что раньше это считалось едва ли не сорняком. Только наши бабушки помнят, как во время Второй мировой войны они из него делали какое-то подобие там варенья, еще чего-то. И в целом этот овощ был, так сказать, забыт. Но сейчас, в период, когда мы все пытаемся питаться правильно, здорово, чтобы поправлять свое здоровье, ревень вошел в элиту продуктов. Теперь вы можете видеть его даже в мишленовских ресторанах. Да, вот мне такой подали месяц назад маленький пирожок из ревеня. Мы должны переходить на здоровое питание, как бы мы этого не хотели обратного, как бы нас не тянуло к мочанке с блинами. Ревень, кейл, свекла, арбуз, брокколи, брюссельская капуста и прочее, прочее, это то, что сейчас пытается интегрироваться во всю мировую кулинарию, поэтому не смущайтесь, просто смиритесь с тем, что так оно и будет. А я пока нарезаю ревень для пирога вот такими небольшими кусочками. Ревень – это один из вкусов детства, потому что дети могли просто залезть в огород, сорвать вот этот вот ствол и взять его просто помакать в сахар, или даже не помакать в сахар, просто погрызть. Это было очень странно, но таких овощей не так много, которые со своим природным сахаром внутри. Итак, мы выкладываем его на противень и добавляем к нему всего лишь одну ложку коричневого сахара. Мы используем здесь только коричневый сахар. Мы потом еще добавим непосредственно сахар непосредственно в пирог, но пока мы насыпали его на ревень, а дальше сделали следующее. Разогрели духовку до 180 градусов.
и поставили противень туда. Засекаем приблизительно 10 минут. Через 10 минут он должен стать мягким, сладким, и все пойдет дальше. А пока мы готовим то, что как бы тесто, но это не совсем тесто, потому что мы используем здесь только полезные продукты. 3 столовых ложки оливкового масла. Разбиваем туда яйцо. Выкладываем сахар. Это коричневый сахар, не надо пугаться, а то мне тут уже в комментариях пишут, что сколько сахара используете. Прям все стали святые, да, уже сейчас страшно что-то готовить, потому что считают, что ты уже пытаешься всех отравить с помощью лишней ложки сахара. Нет, но сахар мы, как видно, уже не используем. Теперь кефир. Кефир – это полезный, один из самых полезных все-таки кисломолочных продуктов, во-первых. Во-вторых, раньше кефир было невозможно найти ни в Америке, ни в Великобритании. И это была целая проблема. Мы сначала размешиваем. В отрубях содержится самое высокое количество клетчатки, только не содержится ни в одном продукте. И отруби способствуют нормальному пищеварению, ускоряет метаболизм и так далее. Клетчатка, она хороша для того, чтобы, если у вас, уж простите за подробности, пучит или там разрывает желудок, то клетчатка – это то, что спасает. И последним добавляем разрыхлитель. Здесь чайная ложка, по-моему. А вот щепотку соли еще к этому. Главное не перепутать, с чего щепотка, а чего ложка. Самое быстрое блюдо, и самое полезное из тех, которые мы в последнее время готовили. Мой папа был исполнителем, певцом, и когда-то ему аккомпанировала группа «Песняры», когда еще они не были песнярами. Я, например, был свидетелем, как около концертного зала «Россия» на тот момент самый знаменитый якут Советского Союза Кала Бельды, который пел песню «Мы поедем, мы помчимся на оленях, утром ранним и отчаянно ворвемся прямо в снежную зарю». Вот он ходил, он раздавал своим клакерам, клакеры — это специальные люди, которые обучены как бы поддерживать какого-то певца или освистывать его конкурента. Он раздавал им по 50 копеек, а они ходили по толпе, когда он шел со служебного входа в концертный зал «Россия», они ходили по толпе и говорили: смотрите, смотрите, Кала Бельды идет, Кала Бельды идет. Вот так зарабатывалась популярность. 15 республик, 15 сестер, в каждой республике свои лидеры. И иногда доходило до парадоксов. Например, если говорить о белорусской музыке, то у нас был всегда вокальный инструментальный ансамбль номер 1 в Советском Союзе. Это были «Песняры». Они представляли Беларусь. Всегда вокальный инструментальный ансамбль номер 2 был ансамбль «Ариэль» из Челябинской области. И у нас еще были веросы и сябры, но они были так рангом пониже. И вот эти градации, они, собственно, определяли рынок. В каждой стране должна была быть своя звезда. Такая, как бы мега-звезда локальной формации. Например, Мария Кадряну в Молдове. И обязательно должен был быть мужской аналог, например, Ион Суручану в Молдове. Роза Рымбаева в Казахстане. И вдруг внезапно в самой маленькой из социалистических республик, в Эстонии, вдруг целая россыпь там Анни Вески, Як Юала, Тынис Мяги, целый ряд музыкальных групп. Были свои звезды в каждой республике, но в Беларуси таких звезд, прямо скажем, кроме песняров, Веросов, Сябров чуть дальше, не было. Такого калибра был Владимир Георгиевич Мулявин. Он был потрясающего таланта человек, невероятно талантливый. И человек, который родился, если не ошибаюсь, где-то в Коме. Мулявин был такой абсолютно выходец из России, который вдруг осознал, что белорусский язык может быть певучим, может быть невероятно крутым. И мы в этом убедились гораздо позже, буквально в прошлом году, когда мы делали оперу «Дикое полевание короля Стаха», и вдруг украинские исполнители
стали говорить нам о том, что белорусский язык еще более певуч в отдельных фрагментах, чем украинский. Ну, хотя мы знали же всегда с детства, что существует в Европе два певучих языка – украинский и итальянский. Но вот, как оказалось, белорусский ничем не уступает украинскому. Пулявин это понимал, в отличие от нас, и он активно с этим работал, собирая фольклор, и даже сам посещая эти экспедиции, что по нынешним меркам сложно себе представить, когда звезда такого порядка. Это был человек, который в свое время предвосхитил, и который мог вот претендовать на звание такой Пугачевой, но не смог из-за того, что наступил момент такого пикирования в 90-е годы. Это во многом это было связано там, с алкоголем, с каким-то тупиком. Это целая история, она, наверное, не для этой программы. Владимир Георгиевич спикировал, потом он погиб. У нас-то своей Пугачевой не оказалось. Не оказалось того человека, который мог бы оказаться вот такого огромного калибра. Только Пугачева могла, например, в те времена, когда был правительственный концерт, и в первых рядах сидели представители там, ЦК Компартии, как разных республик, петь песню, тыкать пальцем в первые ряды и петь песню «Все могут короли». После этого она на 2 года была отстранена от эфиров на центральном телевидении. Она могла менять стили, менять направление, менять мужей. Иногда это были спорные истории, связанные с гомосексуализмом и так далее. И это суждений, обсуждений. Этот калибр людей, он восхищает. Почему все-таки у нас не случилось так? Почему мы не увидели человека такого калибра? И почему у нас не произошел? Вот эти аргументы, что это у нас маленькая страна, она не маленькая. Это 10 миллионов. Вы же не говорите про Австрию, что она маленькая. Она не маленькая, она имеет свой шоу-бизнес. Песняры были того же калибра с точки зрения искусства, но любое из их изменение и измена своему стилю и своей музыке привело к катастрофе. То они пели казацкие песни, то еще что-то. И в итоге получилось так, что из 5 или 6 групп, которые стали называться в том или ином виде песнярами, только одна смогла продолжить, это белорусские песняры, они смогли продолжить стилистически, и даже на уровне новых песен они смогли продолжить эту линию до поры. Да. Но и еще и потому, что там было самое большое количество музыкантов из того самого, не из того самого, но из, в общем-то, такого второго по весу состава песняров. История песняров закончилась тогда, когда в их историю вторглось государство и превратило все это в балаган и в набор выпивающих людей, которые пели песни под чужие фонограммы, пели песни песняров и стали называться государственный ансамбль песняры. То есть само по себе слово «государственный» уже ставит этот коллектив в ряд таких нехороших хорошек. У нас осталось только допечь немножко ревень и потом выложить его в форму и поставить обратно в духовку. Я хочу пригласить сюда исполнительницу, певицу, которая смогла покорить мое сердце одной песней. Вот прям одной песней, и я сказал, вот это да. Она спела песню, даже не свою, она спела песню Славы Вакарчука «Объеми». И это было для меня шоком. Во-первых, потому что это исполнение было совершенно блестящим, совершенно для меня неожиданным, потому что я никогда не слышал этого имени. И вдруг я услышал эту песню. Потом, естественно, когда ее арестовали и посадили, заключили под стражу, это стало вторым для меня шоком, и я безумно рад, что она оказалась на свободе, и сегодня она попробует за чаем этот самый пирог из ревеня. Это Мирям. Привет, привет. Вот сюда я тебя пригласил. Как ни странно, но это пирог с ревенем. Кому-то выпадает, знаешь, солянка, например, рыбная, кому-то это тебе пирог с ревенем. Ты не обиделась? Давай ты мне сейчас объяснишь хотя бы в 3 словах, что такое ревень. Это такие стволы странные. Все, на столах закончим. На Кубе их называют сахарный тростник, например. Прекрасно. Но нет. Я смотрю на тебя и думаю, так, она в тюрьме была, да? Ну хорошо, ладно. В Пищаловском замке
А ты в замке была? Конечно. Я была принцесса Пищаловского замка. Все девушки, кто политзаключен, мы всегда считали себя какими-то этими принцессами, которых затащили в замок, и нас все равно кто-то когда-нибудь спасет. Спасли? Ну, как говорится, сами себя и спасли. Спасли, ну Да. да. Как ты себя там ощущала? Мой мозг забыл все плохое, все сложное. Это сложный этап. Это очень большая проверка тебя как личности. К этому отнеслась как к этапу познания. То есть это Согласен. выход максимальной зоны комфорта. Конечно, были сложности, особенно психологические, но это проявляет... Толя Лебедько, бывший депутат и так далее. И вот он, когда сидел, он провел потрясающий эксперимент. Он попросил, тогда еще были лайт времена, он попросил, чтобы ему передали несколько копий текста пьесы «На дне». Мгм. И они в камере сыграли для себя пьесу «На дне» Горького, да? И это было очаровательно, да? Ты пыталась как-то думать о творчестве там или нет? Я написала там песню, писала песню без музыки, ходила, описывала просто вот моменты, которые меня окружают. Этот трек я просто бубнела, и девочки говорят: да ты уже споешь нам его. Я говорю: у меня пока, говорю, вы без музыки ничего нет. Я говорю: вы можете мне, я буду вам стучать, вы подхватите и сделаете мне просто вот как бы такую мелодию. И все, и каждый раз, когда я начинала петь куплет-припев, они все в слезы, ну такое, им надо было вот эту возможность выплакаться. А потом, как только я вышла, я помню, первые сутки у меня клавиши дома, я сразу села, и картинка моих слов в голове и инструмент, она сложилась. Это вышел трек, и вот он на самом деле, он вышел в январе, как только я уехала из Беларуси. И он, на самом деле, очень покорил людей. Там нужно думать о творчестве, там нужно петь. Вокруг тишина, не слышно ключей, и каждое утро с собой просыпаюсь под звуки сирен. Узнали о том, что я приехала в СИЗО после того, как мне сказала там женщина, которая там долго сидит, говорит: тебе говорят, что ты поешь, я тоже тут пою. Я говорю: так что ты поешь? Я открыла на весь корпус рот, получила, конечно, потом нагоняй, и все СИЗО. Мирием приехала, все, и мы теперь понимали, что я здесь. Ну и была Это такой рекламный тур получил. музыка, она помогает. Ну, конечно. И на самом деле очень круто, когда вот ты садишься с девчатами. У каждого разные статьи. Кто-то знает, что он уедет на несколько лет, там, десятки лет в колонию. Кто-то выйдет домой. Ну, ты запеваешь какую-то песню. Мы все тихонечко. Даже там были люди, которые там работали, они сильно так не трогали, если мы там понимаем, что Сколько ты происходит. суммарно там пробыла? Я была 40 дней на Окрестиной и больше 5 месяцев на СИЗО, 5,5 где-то, наверное, так. Тебе в тот момент не было печально, что ты белоруска? Нет, хотя на самом деле в органах мне говорили, что я хач. Не считаю, думаю, ладно, Мирием Рашидовна. Да нет, на самом деле я с первого дня до последнего была очень спокойна, потому что я всегда вывожу за свою позицию, за свои слова, и я четко понимала, что я не сделала ничего плохого. Я никому ничего плохого не сделала. Если моя доля сейчас, как и многих людей, вывозить за какие-то свои взгляды от тому, что я, допустим, там, против войны, я хочу жить в мире, я новое поколение, я хочу же что-то, чтобы менялись те, кто, как говорится, вцепились. И это нормально. И я буду также учить своего ребенка. И мы все говорили, мы белорусы, и я этим очень сильно горжусь. Единственное, наверное, что я хотела бы намного лучше знать белорусский язык. Да. И здесь у меня, к сожалению, наверное, претензий никаких нет, но вот преподаватель у меня был не очень добросовестный. Я согласен с тобой полностью, и тут у меня тоже беда, уже другая, я вроде как и знаю язык, но отсутствие практики, когда ты живешь в стране, где у тебя окружение белорусского вообще нет, очень сложно. Ты много читаешь, много слушаешь контента, но все равно сложно поддерживать. Да. Нужно все-таки практика нужна. Мы сюда переложим наш ревень и поставим запекаться, и тогда уже продолжим разговор. Я хоть его увижу. Да. Вот он какой. Видишь? Порезанные стебли. Ты хотела стать звездой в Беларуси? Нет, я не хотела стать звездой Беларуси, это вообще для меня такое понятие, но мне всегда очень хотелось, чтобы белорусы слушали белорусов. Да, Вот это согласен, да, понимаю. Нет, но ты же хотела, ты пела. Да. Ты же как-то свой выстраивала контекст.
Да, я выпустила первый трек, и мне такие... Я понимаю, что меня начали слушать, меня начали скачивать. На мой концерт первый сольный там купили билеты, билет около 1000 человек. И ты приходишь на первый сольник, когда у тебя даже нету треков на всю программу авторской музыки, но у тебя 1000 человек перед тобой, и ты понимаешь, что ты делаешь все правильно. И меня поддерживали тогда белорусы, и моя аудитория это белорусская. Да, часть после каких-то конкурсов была и русская, и украинцы, но я наконец-таки увидела вот эту теплоту в белорусах. И поэтому у меня было тогда желание, когда я раз в год делала уличные концерты бесплатные для людей, чтобы они просто вечером пришли, не платили деньги, послушали музыку, отдохнули, и они в действительности смотрели вот с такой благодарностью, потому что раньше я участвовала и на ОНТ, на конкурсах, и была на «Песне года». Нет, я себе говорю про белорусские. Про Беларусь. Да, «Песня года», потом национальные премии. И я помню, когда ты смотришь в зал, которые просто заставили прийти и смотреть, и ты как бы поешь вот эту чухню, которую тебе написали, одели тебя в эти там костюмы, и вроде как бы тебе кажется, тебе там 19-20 лет, у тебя там, ну ты вот это все хапаешь, ничего страшного, выступим, класс, опыт. А сейчас анализируешь, такой думаешь, Господи, каким я себя попугаем тогда чувствовала, но ничего сделать не могла, думала, что это правильный путь. Исполнители делятся так, там, кто-то ориентация на Россию какой-нибудь там, и вот там думая, что там что-то есть. Да? Кто-то пытается идти через Украину, а кто-то пытается локально, но, как правило, безуспешно. Да? То есть я не говорю там про там, старые там, как бы кадры там типа Львольского там, или Михалка. Но в целом как бы самой индустрии размыта, она никакая почти, да, и кто-то проявляет себя как вот молчат дома, да, где-то там вдруг выстрелили где-то. Ты как воспринимал этот белорусский контекст? Что он для тебя вообще был такой? У нас в Беларуси не отделили еще мух от котлет. Вот у нас есть государственное, вот когда список артистов, где, на мой взгляд, где беда в текстах, беда в аранжировках. Есть молодая, талантливая молодежь, музыканты, которые на коленке пишут обалденные треки, их еще умудряются продавать за бешеные деньги, там, либо исполнять в другие государства. На мой взгляд, некоторым не хватает именно финансирования, потому что в действительности создавать музыку это не дешево. Не хватает усидчивости. Самое главное, не хватает того, что человек заведомо боится быть неуслышанным. И поэтому только вот такие единицы выстреливают. Но поверь, у нас безумное количество невероятных людей, которых я знаю, и, возможно, их не будет знать там большое количество людей, но свою аудиторию они собирают. Я знаю это прекрасно. И более того, я тебе скажу, у нас были случаи, когда у нас была одна из первых студий, студия дублер, одна из первых студий звукозаписи в Беларуси. И я помню один случай, когда вдруг пришли 3 таких, ну, с виду это такие, знаешь, какие-то программисты. И они втроем такие пришли. Это можем песню записать? Такие, да не вопрос. Сколько стоит столько-то? Вам скидка там. И я сижу, нас разделяет дверь, там идет запись, я сижу, и у меня волосы шевелиться начинают. И я говорю, что это вообще происходит такое? Я пытаюсь заглянуть. Это они играли, это было сумасшествие. Это реально какой-то топ-американский уровень. Они записали это самое, забрали мастер и ушли. И больше я их никогда не видел. Я не знаю их ни по фамилии, кто это вообще, что. Но это был момент, когда у меня был шок. Вот просто шок. И таких, я понимаю, что таких много. Да. Но индустрии нет. И поэтому у нас там Солодуха, сестры Подберезовиковы и так далее. То есть, что это вообще? Ну, индустрии нет, поэтому даже я ездила на другие конкурсы в другие страны, для того, чтобы меня другие люди услышали. Ведь на самом деле мне дал толчок именно, давали толчки именно конкурсы, именно Мне на самом деле это очень эмоционально сложно переносить эти конкурсы, но многие наши талантливые исполнители и вокалисты, они ездили туда, чтобы быть услышанными для аудитории. Ведь на самом деле плевать, повернулись они к тебе, не повернулись. Ты после своего эфира забираешь своего зрителя. Ко мне не повернулись, например, на «Голосе России», но мой эфир вошел в историю как единственный первый эфир, который за 5 лет набрал 1 миллион просмотров меньше, чем за сутки. И у меня было столько там выступлений. Я пела Лепса в Югу. В 21 годик.
Хорошо, Ну, и что когда не рюмку Лев- водки на столе. Да, ну, Лев сказал, говорит, промудохали такого человека, потому что они думали, что это не девочка 20-летняя поет, а 30-летняя. Но люди еще, самое главное для меня, не каждый артист это вокалист, и не каждый вокалист это артист. Люди хотят зарабатывать деньги. конечно. Поэтому люди зачастую остаются в ресторанах петь кавера, Да. они не пишут музыку Да, абсолютно. и думают, что если Согласен. они даже там 40-50, они будут петь, зарабатывать. Скажи мне, всё. почему нет индустрии в Беларуси? Ты для себя формулировал ответ на это? Лично для меня это культура восприятия. Не всегда Беларусь был за белоруса, на мой взгляд, именно с точки зрения, что, например, Да, у нас согласен. есть Мулявин, я могу Да. его даже сейчас послушать. Просто люди слушали музыку белорусскую и такие, мне не нравится, я не хочу. И еще остался вот это постсоветский, что у нас были советские Да. звезды. До сих пор я пою Пугачеву, и меня просят иногда ее спеть, я ее там обожаю. Есть ряд исполнителей. А у нас как будто вот не было культуры написания музыки. Согласен. Вот и все, и поэтому выстреливали И единицы. беда с продюсированием плюс Это очень да. серьезно. И у нас вообще, я заметил по сотрудничеству с белорусскими музыкантами, актерами и так далее, нет осознания, что такое продюсер вообще. Да. Самой этой профессии, вообще что это и так далее. То есть у всех ощущение, что продюсер — это человек, который договаривается о концертах. Да? И они не понимают, что точно так же продюсер участвует, как, допустим, в Великобритании, участвует в создании альбома там, от начала и до конца, и промо, и все чего угодно. Да? Ты пела Лепса, да? Тебя это не смущало? Так? Ходишь, тебя слушают ты сначала, и потом там есть музыкальные редактора, люди, на которые, в принципе, на канале, на первом, они долго в индустрии, они понимают. И не забываем, что каждый человек, работающий там, должен сделать шоу. Так. Мы-то туда приезжаем и думаем, что сейчас нас заметят, и мы вот так вот Да, небеса развернутся. вылетим в звезды, но на самом деле там сидят люди, которые делают шоу. Для них было в диковинку, что девочка молодая из Беларуси, и, в принципе, я круто пою Лепса. Да, нет, То есть, типа, я круто, и правильно они как бы подходишь очень, услышали, да. но там был вопрос моей еще неопытности, был вопрос того, что чтобы я сильно не волновалась, мне понизили тональность, потому что, возможно, если бы я сейчас ее сделала так, как я бы... Выходила бы повыше. Да, возможно, это было бы звучало увереннее, круче, но получилось, как получилось, и я этому эфиру тоже очень сильно благодарна. Но да, на голосах, в мое время, когда я была, давали как бы трек, и даже на украинском голосе. Да, дают, да. Мне предлагали петь, они очень думали, Хьюман или горячий шоколад. Роман там вот у них был. Я такая, блин, пожалуйста, можно я спою свой Хьюман? Да, И никакого мне вот этого вот горячего вот шоколада, или как он назывался, хотя мне очень нравился этот трек, я не помню, как он назывался, но все же, но я тогда настояла. Но тогда у меня было хотя бы уже опыт, что я могу говорить. Вот. И тебе Хьюман тоже подошло. Да. Да, Ну, да. на самом деле, вот когда был предкастинг, я вообще пропустила этот голос украинский. Я приехала, там уже кастинг «Дети». Я говорю, я из Беларуси приехала, говорю, послушайте меня. И там был продюсер Алексеева. Он говорит, давай. Я ему спела 3 ноты, он говорит, ты в голосе. Я говорю, в смысле? Я говорю, ты так и закрылся. Я говорю, ну, говорит, у тебя тембрация такая, говорит, вот мне этот трек нравится, все, и ты проходишь. Буквально у меня кастинг длился 29 секунд, Сейчас наверное. будем накрывать на стол, и у нас третий гость, которого мы дождемся. И этот третий, он тоже, как и ты, смог у меня отчасти покорить за последнее время. Сначала мне мой друг принес книжку, когда еще она не была отпечатана, и сказал, почитай.
Я почитал и только говорю, да, у нас появился Салтыков-Щедрин из области музыки. И дальше он выпустил программу, и мы где-то стартовали почти вместе, и это Саша Черноха. Откуси кусок этого пирога, который Так, для давайте здоровья попробуем, больше. Он так. такой с кислинкой. С кислинкой, как ощущение от нашей белорусской попсы. Очень вкусно. Потихоньку на полезную пищу пересер. Ну, помирать так с музыкой, так? Мгм. Не обязательно демократия или развитие попсы. В России же как-то она там развивается. Ну, это тоже я русскую попсу не переношу. Ну, глядзі, у Расіі нашмат большы фінансавы патэнцыял Не отвлекай. эканамічны. Гэтая папса, яна абслугоўвала нейкія дзяржаўныя інтарэсы заўсёды. Яна не існавала самастойна. Гэта не просто нейкі камерцыйны такі цалкам прадукт, які просто развіваецца, таму што ён зарабляе грошай і на гэтым існуе. У беларускай дзяржавы гэтых грошай няма. Яна ніколі іх не выдаткоўвала на тое, каб з'яўлялася якасная папса. Яна просто дае магчымасць сваім прыдворным спевакам зарабляць грошы на дзяржаўных карпаратывах, на нейкіх там дажыначных мерапрыемствах. Сладуха, сёстры Мухаморова Так. і так далее. Так, таму самастойнай папсы з'явіцца не магло. Просто гэта эканамічны фактор. Могла произойти белорусская попса за пределами Беларуси. Яна і адбывалася там. Кто? Ну, ты памятаеш, напрыклад, гісторыю Васі Шухаля, які паехаў у Маскву і прывёз туды шмат каго там з, напрыклад, артыстаў. Паказаў просто, каб яны просто мелі магчымасць зарабляць грошы не толькі ў Беларусі, але і за яе межамі. Да. А менавіта ён спрадзюсаваў, напрыклад, той же сюрпрыз для Аллы. Да. Адзін з першых Один из первых увогуле. трибутов, да, абсолютно. І гэта вось менавіта такі скіл прадзюсарскі Шухаля, які раскрыўся. Да, абсолютно. Спеваком ён дакладна быў нішавым. Да. Магчыма, яго мог напаткаць нейкі поспех, які напаткаў Ляпіса Трубецкога, таму што яны прыкладна у адной манеры рабілі свае песні. Вася меньше шел на компромисс, но причем мы недавно общались с Артемием Троицким и опять вспоминали Васю, и он же до сих пор считает его одним из самых прогрессивных музыкантов, которые существовали. Почему «Молчат дома» так популярны? Тое, як успрымаецца постпанк зараз у свеце, гэта вельмі папулярны напрамак, які просто мае глобальны поспех. Па-другое, уся гэтая эстэтыка для замежнага слухача гэта экзотыка. Слушай, ну... Это для нас, ведаеш, уся гэтая там змрочная савецкая эстэтыка, гэта просто нейкія там аскепкі імперыі, мы да гэтага ставімся так, не, дзякуй, ніколі больш. А для людзей, якія ніколі не жылі ў той эпосе, гэта фантомная ностальгія. А они для тебя не Депеш Мод на минималках? Не, абсолютно не. А што Таму гэта? што, ну, гэта мікс той музыкі, якую мы слухалі, гэта і кіно, і Депеш Мод, і шмат чаго яшчэ. І мне не падаецца, што яны просто вось узялі нейкую рол-модел і скапіравалі, і вось рухаюцца з гэтай рол-модел далей. Мириам, ты слушала «Молчат дома»? Я сейчас слушаю и поняла, что я ничего не понимаю. Я услышала два знакомых слова «Депеш Мод» и «Ляпис Трубецкой». Думаю, так, значит, я записываю и приду домой, обязательно мне есть чем заняться. Что ты слушаешь белорусских музыкантов? Мне нравится Полина, Ляпис Трубецкой. Для меня те же самые Би-2, это для меня белорусы. Ну да. В любом случае я слушаю... После того, как за них вступилась только Тихановская, они дважды белорусы. Мне очень нравилось, хоть такое неоднозначное отношение к ребятам не искис, но я все равно их поддерживаю сейчас. Мне более нравится то, что роково делалось. Мне очень, на самом деле, нравилось раньше творчество Анечки Шаркуновой. Некоторые треки прям были очень классные. Согласен. Я слушаю Макса Коржа. Немножко, извините, да. Есть Фредди Ред такой, крутой у нас исполнитель. То есть, наверное, по современным таким ребятам. Все, что было раньше, это, наверное, классика. Джей Морсы, Ляписы, Нискис. Очень приятно иногда слышать трек, такой думать, блин, я его знаю, а это же мы. А это же наши написали. Вот. Топ-5 для тебя. Кто бы ты сказал сейчас, вот это то, что мне нравится? Насця Радлеўская, яна робіць вельмі чароўную музыку, Да, вельмі цікавую, англамоўную. З дзяцінства жыла ў ЗША, у яе вельмі добрае вымаўленне, і яна робіць вельмі такую нетривіальную музыку. Not fair, but not the first time. I'll be fine, I'll be fine, I'll be fine.
музыку. Да, я даже по языку даже не скажу, что она белорусская. Ты думаешь, что? Так, там класны візуал, там вельмі класна, як яна працуе з мелодыямі, з кампазіцыямі, ўсё гэта робіць яна ў хатняй студыі, то бок гэта ўсё просто, ну вось, ледзь не на коленках запісана. Вось, мне вельмі падабаюцца гомельскія металісты Торф. Гэта былі ўдзельнікі ТТ-34. Мне ТТ-34 нравилось. Вельмі магутны матэрыял, прычым яны працуюць на такіх поп-узроўнях, нягледзячы на то, што гэта цяжкая музыка. Так, вельмі беларуская, класная назва. І у іх выйшаў вось толькі нядаўна першы альбом, і ён вельмі класны, там прадакшн класны, лірыка класная, мелодыі класныя, ўсё. Сіндром самазванца — гэта новы гурт Уладзя Лямкевіча, Тонкі ход быў, Тонкі ход, да, хорошая група. Але яны працуюць зараз ўжо менш з псіхадэлі і арт-рокам, а больш з крауд-рокам, з такімі гатункамі і арт-панкам. І гэта вельмі класны матэрыял. І вось яны выпусцілі ў мінулым годзе «Востраў скаргаў» новы альбом. Вельмі класна, шмат цытат, там ёсць і Алена Кіш, і Бахарэвіч у гэтым альбоме. Вельмі беларускі па складніку, але вельмі не беларускі па музычным складніку. Кроме тебя и отчасти меня, кто это слушает? Людзі, якія цікавяцца музыкай, якія проста ў рэжыме актыўнага слухача яе спажываюць. Через что они популяризируются? Мне падаецца, праз сацыяльныя сеткі. Больш за ўсё праз сацыяльныя сеткі, проста таму, што іншых магчымасцяў зараз няма. У Беларусі ніколі не працавалі таблоіды, якія б абслугоўвалі менавіта шоу-бізнес, таму што ніколі не было шоу-бізнеса, гэта вельмі такая закрытая экосістэма. Ты когда-нибудь сталкивалась с тем, что тебе что-то предлагали перспективное, просто так вот, давай-ка меряем, сделаем вот это. Я работала с двумя продюсерами белорусскими. Фамилию не будем называть? Блин, я вспомню только одного. Я думаю, не будем называть, да? Или надо назвать? Это без разницы. Ну, Андрей Гузель, вот он был продюсером Ларисы Грибалевой, Саши Немо в свое время. Вот, я была финалистом тогда Академии талантов, то есть я была серебряным призером. И почему-то он захотел меня сделать в проект «Мисс Невеста». То есть, типа, представь, концепция. Девушка в свадебном платье поет о том, как она не хочет замуж. Я сейчас об этом вспоминаю немножко как, вот как бы рука-лицо. Но на самом деле и тратились деньги на какие-то треки. То есть мы поработали там буквально 5 месяцев. Потом это, естественно, не приносило денег. Но я объездила все города Беларуси. Я была на подпевках у Саши Немо, выступала после него. И я думала, что все, это мой потолок. Но как бы нам пришлось разойти. Но они еще пытались меня как-то дурить контрактом, что сейчас на меня там подадут. Я такая думаю, господи, в чем вообще цена вопроса? Но это на самом деле весело было, в кавычках. Смотрите, где Пугачева? В Израиле. Правильный ответ, 5 баллов, да, молодец. Получишь микроволновку там. Спасибо. Вроде переехала на Кипр, нет? Да, уже, наверное. Ну вот у нас же должен был кто-то быть. Ну почему? Слушай, в Эстонии, где 1,5 миллиона был, а где у нас 10 миллионов не было. Ну глядзі, тут ёсць вельмі складанае дэмаграфічнае пытанне перш за ўсё, таму што Беларусь найбольш пацярпела падчас Другой сусветнай вайны, і гэта адбілася на ролі жанчыны ў грамадстве. Таму што жанчына ўспрымалася як чалавек, які нараджае і выхоўвае новых мальчыкаў. Менавіта таму, калі у цябе дэфіцыт мужчын, да. Роля жанчыны, на жаль, гэта просто, вось такая... Да, паправляць демаграфічную сітуацыю. Так, і таму яна заўсёды была такім чалавекам, які ў цені. Узяць на сябе смеласць, каб просто гэтую догму просто зруйнаваць, выйсці на святло і зрабіць нешта, ахвяраваць сваім прыватным жыццём, таму што, Подожди, рожай, пой. Она же родила же она Кристину Орбакайте. И сейчас у нее еще 2 детей. Я разумею, пра што ты, але тут, разумееш, яшчэ ціск сям'і, ціск тваіх бацькоў, ціск твайго мужчыны, ціск усяго грамадства на цябе. І не кожная псіхіка гэта вытрымае.
Недавно закралась мысль, что у нас была Алла Пугачева своя, но это была Элеонора Езерская. Яна не спевала? Да, в том-то и дело. Но у нее было такое же афористичное мышление. Она точно так же легко раздавала всем подзатыльники, всем этим чиновникам. Она ничего не боялась, как бы она была таким всегда центром, да. И ее к ней прислушивались. При том, что она была сама такая очень трагическая история, да. Ну, и вот почему-то у нее хватало этого, да, почему-то у наших вокалистов и вокалисток не хватало. Акрамя вакальных дадзеных, у цябе мусіць быць яшчэ харызма і тое, што ты транслюеш. І вось з гэтым акурат заўсёды быў дэфіцыт. Сфера, в которой мы росли, мы как будто не на полную ногу. То есть мы как будто вот такие вот аккуратные, типа Да. серенькие. Тебе говорят, молчи всю жизнь, не выделяйся. И половина вот так вот вырастает. Были такие два тенора потрясающих, Лемешев и Козловский. Это в советские времена два главных тенора, которые между собой конкурировали. Там казусы были самые разные. Их могли из театра до дома нести на руках поклонники. Это такое безумие. И это советские времена, где все, кажется, все такое вот прям консервативно. Там был, например, случай, когда Козловский приехал на радио записываться, и там стоял швейцар. И он сказал, я иду на запись, это сказал, вы документы предъявите. Он говорит, вы что, не знаете, кто я? Он говорит, мне нужен документ. Он говорит, я Козловский. А тот ему ответил, да хоть сам Лемешев. Ну и тут наступила трагедия. Козловский уехал, и пока к нему не приехал представитель Гостелерадио извиняться домой, он больше на запись не приезжал. И вот это такой калибр вот этих, это какие-то большие, это истории, которые все пересказывали, это легенды. В Беларуси легенды есть, но их никто никому не пересказывает. Вот мы сидели здесь с Сашей Ивулиным и Сашей Хацкевичем, с футболистами, и там тоже та же самая история. В спорте огромное количество каких-то легенд, историй, это мифологии, сторителлинга. Никто никому ничего не пересказывает. Почему вот ты сейчас начал пересказывать? І мне падаецца, што вось праз адсутнасць гэтых таблоідаў людзі перасталі цікавіцца сваім, а яны цікавяцца тым, што адбываецца ў суседніх краінах, таму што няма проста чым цікавіцца тут. Яно просто не з'яўляецца. Падаецца, што у 90-е тыя ж Элеонору Езерскую абмяркоўвалі. Просто таму, што было тэлебачанне і в 80-е плюс-мінус вольнае тэлебачанне, дзе можна было гэта ўсё рабіць. Калі яно стала іншым, просто знікла вось гэты кантэкст і наратывы, якія распаўсюджваліся. В Британии, конечно, хватает историй про рок-музыкантов. Это любую ты газету, даже не про таблоиды речь. Ты открываешь любую газету, и понеслась. Про спортсменов везде. У нас какие-то менты, ну что-то бы что. Вот, кто все эти люди, да? Белорусские звезды, кто это? Слухай, Корж, Корж гэта суперзорка. Да. Гэта беларуская суперзорка, у якога просто неверагодна шалёная аўдыторыя, і які з ёй сапраўды вельмі таленавіта працуе першую чаргу. Можам абмяркоўваць колькі заўгодна якасцях у творчасці, але тое, як ён працуе са сваёй аўдыторыяй, гэта просто ўзор. Да, и качество творчества, если без снобизма, все неплохо работает, да, то есть Сережа, конечно, Михалок, но как бы я это понимаю, что в последнее время немножко как бы живет в прошлом, да. Михалку ж ты сам ведаеш, што трэба калі-нікалі просто спускацца на дно, каб просто потым узнаўляць сябе. Да, Феникс, да, абсолютно согласен. Мирьям, кто для тебя исполнители звезды? Макс для меня это моего поколения в своей музыке. Он сделал просто так он суперзвезда реально. Человек, который собирает стадион, что тут про него скажешь? То есть, и, по-моему, для меня соберет. точно так же суперзвезда это Михалок, то есть он для меня суперзвезда. Нас лишили возможности петь свои песни на аудиторию. Я вспомнила, что вот у меня вышла «Вокруг тишина», которую я написала вот в СИЗО. И как люди мне писали в директ, Мирьям, мы не можем написать вам, какой обалденный трек под комментариями, потому что мы боимся. Да, и ты понимаешь, что просто сейчас у нас страна не о музыке сейчас. У нас страна сейчас, она, к сожалению, силовая. Наши локальные звезды имеют потенцию вырасти масштабно или нет? Абсолютно, але тут трэба, каб яны просто сябе дэманстравалі. Кто? Да шмат хто. Ну вось зараз адзін з прыкладаў гэта гурт Нюрнберг.
падаецца лакальны па сваім складніку, таму што гэта таксама такі мінімалістычны постпанк, але гэта самы вядомы беларускамоўны гурт у свеце зараз, які слухаюць мільёны на Spotify, які зараз паехаў з турам па Латинской Америце. Вы сегодня обсуждаете кучу исполнителей, мне бы хотелось прям выписать и прийти послушать дома, потому что я понятия не имею, кто это. Мне подарили как-то книжку о моем годе рождения, я так листаю и понимаю, там каждую неделю было музыкальное событие феноменальное, которых сейчас уже не было 10-20 лет, да, ничего не происходило. А там просто каждую неделю. И ты такой, что происходит? Почему? Тогда получается, что нам время выпало плохое? Или как? Не, слухай, просто дызайн змяніўся, таму што раней усё абапіралось на якасць, тому что... Ну, из этого же распускались целые ветки нового искусства. Індустрыя не могла выдаткоўваць шмат грошай на якасны запіс кожнага артыста, таму яны шукалі сапраўды тое, што 100% выбухне. Зараз усё спрасцілася, таму што танней стала записывать. Мне не хватает глобальных музыкальных событий. События. Как появление... Наверное, последнее, что меня так вот прям взорвало, там, Кендрик Ламар, да, который просто меня вбил в землю, блин, и ты такой... Что происходит вообще? Откуда он взялся вообще? Он не должен был появиться, да, то есть как бы... Но он появился, и что-то случилось. А так вот это очень тяжело, когда ты все время ждешь. Ты начинаешь... Я себе знаю, как я в Apple залажу и начинаю вспоминать все группы, и что у них нового вышло, да. И потом ты кажешь, скачал, опять удалил. Скачал. Это тоже игра, по-моему. У меня уже ощущение, что мы как за грибами ходим сейчас. Все вельмі хутка мяняецца, хуткасці зусім іншыя, чым Другие, былі да, там у 70-х, реально например, другие 80-х. Совсем. И я, знаешь, когда я понял, что музыкант теперь может просто дома в ванной записать, а потом... Вот ты что будешь делать дальше? Вообще по жизни. Да, не по жизни, меня твоя карьера интересует. По жизни ты будешь выходить замуж. И все. Писать, давать концерты, собирать людей, писать новую музыку, масштабироваться. Но мне очень хочется начать писать для, возможно, английских, американских проектов. У меня неплохой английский, он, наверное, несовершенный, но мне очень нравится петь на английском. И, возможно, мне бы хотелось себя пробовать мой вокал с техномузыкой. То есть я люблю этник хаус. Да, твой вокал. Вокал он с таким вот интересным экспириенсом. Вкус счастья. Это тюремная перловка. Перлотта. Перлотта с кислыми помидорами и котлетой еще такой из бумаги. Блин, на самом деле, я вот хочу быть честна, я очень сильно с детства люблю Макдональдс. Я вообще считаю, что вот для меня просто, вот если я ем двойной чизбургер, все. Вот, возможно, сейчас все подумают, ну, я просто вот такая вот... Нет, все подумают, это нам плевать. Почему это так? С детства мама моя всегда, каждую субботу, только в Минске был открыт Макдональдс, она всегда мне каждую субботу возила в Макдональдс, и мы покупали одну игрушку мне. И к моему уже подростковому у меня была просто коллекция всех игрушек. Мне мама покупала и говорила, тебе можно только одну булочку, картошку и любую игрушку. И я собирала эти игрушки, а потом в Макдональдсе начали выпускать музыкальные игрушки. Да. И я собирала только музыкальные игрушки. И потом через время мама присылает, там у меня брат появился маленький, говорит, и куда нам это все девать? Вот у меня просто там коллекция. И это как какой-то вкус детства. То есть мне вот по субботам, каждую субботу был Макдональдс. Еще и суббота, еще впереди воскресенье. Да. Но в воскресенье были уроки, а вот в субботу был Макдональдс. Саш. Слухай, ну я, наверное, скажу, што гэта страву называюць па-рознаму ў Беларусі. Недзе у нейкіх рэгіёнах яны называюць каўбух, у іншых каўбунок, у мяне ў вёсцы, прынамсі так называлі, а недзе сцулёк. Таму што яна робіцца у мачавы пузыр свіны, рубленае мяса з салам, просто і з нейкімі там прыправамі, потым гэта ўсё сушыцца, і такі мячык атрымліваецца з гэтага, і потым гэта рэжацца, ну такая каўбаса хатняя атрымліваецца. І вось, калі ты пойдзеш потым у краму, там купіш яшчэ гэты хлеб-кірпічак свежы, каб прям такі хрупкі быў, так, і адарвеш на гародзе цыбулю, але так, каб гэтае пяро было памерам з твою руку.
натаўчэшся гэтага і потым пойдзеш ужо ў лес там недзе гуляць. Вось гэта нейкія такія вельмі класныя Почему? дзіцячыя Это детство ўспаміны. или что? Па-першае, гэта дзяцінства, бесклапотнае дзяцінства, па-другое, мне вельмі не хапае зараз гэтай вёскі, таму што я не маю магчымасці туды зараз паехаць і проста прайсціся па гэтых мясцінах нават. Это Барысаўшчына, вельмі прыгожае месца. Куда бы хотели сейчас попасть в Беларусь? Домой, Просто домой, к маме. в квартиру. Да, хотелось бы. Скажи мне, что ты будешь петь на первом концерте в Минске? Обыми меня. Нет, на самом деле, я не знаю. Это такие вопросы задаешь, я вообще не готов. Знаешь, как классно реагируют, когда начинаю петь без музыки. Я говорю, белорусы, родные, а давайте споем Куполинку. И Давай полкуплета хотя бы. Куполинка, Куполинка, темная ночка, темная ночка, а где ж твоя дочка? Спасибо, дорогой. Ты будешь петь? Я слухаю. И делаю выводы. Знаете, спасибо, что вы были со мной, что вот это вот здоровье, вот это вот потребили. Надеюсь, вам понравилось. Очень вкусно. И я был очень рад вас видеть, потому что я хотел и с одним, и со второй увидеться, и вот я увиделся, и рад. И мы тоже очень рады. В Беларуси полно талантливых людей. И в Беларуси есть какие-то радиостанции, телевидение, какие-то концертные залы и прочее. Но там все это заточено под какую-то белиберду, стопроцентную белиберду. Ну, какие из сестер Поганковых певицы? Ну, что за бред? Ну, Саша Солодуха, он как спел свою одну песню, так он ее и поет. Ну, хватит уже иди ты, Саша. И вот печаль такая, знаете, печаль. Огромное количество талантливых людей, а применить себя им негде. Наверное, нам нужно дождаться того момента, кому-то дождаться, кому-то этот момент приближать, да, когда все это станет на службу талантливых людей, каких-то нормальных, веселых, местами печальных, но людей талантливых, которых нам категорически не хватает. Категорически. Знаете, мы встречались в 2007 году с Миком Джаггером. И Мик Джаггер сказал, я приеду и спою Satisfaction у вас на главной площади в тот день, когда вот эти ваши баяны уже порвутся от счастья. И я очень жду этого концерта, но мы ждем его уже очень долго. Но я верю все-таки, что мы дождемся еще при живом и здоровом Мике Джаггере. И он споет свой Satisfaction. И в этом же концерте примут участие огромное количество прекрасных белорусских музыкантов, среди которых будут свои Пугачевы, свои Кендрики Ламары и свои Мириам будут у нас. Понятно? И мы начнем с этого строить свой добробыт.